Селям алейкум. Вы сегодня присутствовали на обысках у Эдема Исмаилова. Расскажите, как вы сначала узнали о том, что у него в Долинном проходит обыск? Откуда вы узнали, приехав на место проведения обыска, что вы увидели, как была обстановка? Алло. Алло, слышите нас? Да. Селям алейкум. Алейкум селям. Ремзипе, сегодня вы присутствовали на обыске в доме Эдема Исмаилова. Как вы узнали, что в Долинном проходит обыск? Приехав на место происшествия, что вы увидели? Ну, как всегда, методом оповещения сегодня являются соцсети. Зайдя в соцсети, с утра узнал о 2 обысках, которые проходят в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Вот. И как бы выбрал ближайший ко мне, то есть это село Долинное. Вот. Выехал туда с ребятами, мы обнаружили очень много силовиков и много людей, которые пришли поддержать Эдема в этой трудной ситуации. Вы знали Эдема лично? Нет, я Эдема лично не знаю. Просто узнал о нем со слов соседей и был приятно удивлен о том, что даже, скажем так, не мусульмане, не крымские татары очень хорошо о нем отзываются. Что добропорядочный человек. Они были все удивлены, что как так к нему пришли. Да? То есть очень такой момент. Сколько было сотрудников примерно правоохранительных органов Российской Федерации в Крыму, оккупантов? Сколько было их там? Заметили ли вы какие-то нарушения норм проведения обыска? Удалось ли вам с кем-то пообщаться или увидеть Эдема Бея? Что говорили? Есть ли какие-то детали? Детали, это было видно то, что приехало 2 «Газели», 2 легковые машины и 2 джипа, на которых было написано, что это полиция. Силовиков было немало, очень так условно, человек 20-30. Вот. Вооружены были автоматами. Не все, но очень много людей. Вот. Как бы из таких нарушений, говорил адвокат. Адвокат говорил о том, что его не пустили на обыск. Адвокат говорил о том, что сам обыск проходил ненадлежащим образом, то есть все перевернули в доме. И это было видно на стримах, которые вели активисты. Также говорили о том, что, то есть, как один из таких ярких таких моментов, который мне запомнился, что дочки запрещали общаться с сыном на крымско-татарском языке, потому что якобы они его не понимают. Вот. А так, обстановку нужно все представить, да, то есть, как вы, наверное, все знаете, мать, то есть жена Эдема, она приехала, попыталась зайти домой, ее не пустили. 3 дочек и Эдем Ага находились дома, и вот эта обстановка, когда вламываются силовики и проводят обыск, то есть, это просто надо было видеть. Старшая дочка пыталась успокоить младших, насколько могла. То есть, в целом, с чем вы связываете сегодня проведенные обыски в домах у наших соотечественников, у Сервера Мустафаева, у Эдема Исмаилова? Как вы думаете? Это усиление репрессий, и я думаю, это больше активизация, скажем так, борьба с инакомыслием, борьба с освещением этих событий. Как мы знаем, после выдавливания АТР, выдавливания других независимых СМИ, Крымская солидарность являлась той площадкой, которая давала информацию о Крыме достоверную, о тех репрессиях, обысках. И видим явное нарушение на
прав, скажем так, и то есть в отношении крымской солидарности. Вот. А также хотел бы отметить такой маленький момент о том, что, не знаю, у вас в программе это говорилось, не говорилось, о том, что параллельно с этим другая новость промелькнула по поводу экстремистов. Да. То есть и силовики, как мы видим, подготовились более тщательно, говоря о том, что то есть чтобы новость про Сервера Мустафаева и другие затерялись, на мой взгляд, была вытащена именно эта новость по поводу задержания экстремистской секты, близкой к Мустафе Джемилеву. Ну и, в принципе, вы все СМИ об этом слышали. Сагулнус, и вот в заключение нашей беседы вы сказали, что вот эти наши ребята в основном задержанные по делу, если взять Бахчисарайской шестерки, и наших двух соотечественников добавили к этой шестерке, то есть уже Бахчисарайская восьмерка, они все были активистами общественной организации «Крымская солидарность». Говорит ли это о том, что сейчас идет репрессивная политика, направленная именно на деятельность этой организации? Как вы думаете, если прогнозировать о существовании этой организации, как в дальнейшем она будет работать? Да, вы правы. Это прямое давление, если не говорить, Сервер олицетворял, то есть это координатор, это активист, который участвовал, и они начали с головы, скажем так, начали с того человека, который создавал фактически с нуля эту организацию. Вот. И это прямое давление на крымскую солидарность. А цель — это уничтожение независимых СМИ для того, чтобы спокойно проводить свои репрессивные действия без каких-либо там ухищрений совести, что ли. Вот. Давление будет продолжаться, и поэтому хотелось бы обратиться к СМИ, к общественникам, для того, чтобы они как можно шире освещали эту ситуацию. Потому что положение критическое.